Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Ближайшее будущее в личной жизни. Пожалуйста, мои дорогие, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое будущее у меня будет в личной жизни? Можете даже загадать свой срок, но не загадывайте слишком близко. Так, я убираю Назар. Прошу высшие силы послать для вас только лишь самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Ну а мне дать возможность ответить на все ваши вопросы. Итак, какое же ближайшее будущее у вас будет в личной жизни? Ближайшее будущее в личной жизни. Так. Но здесь будет какая-то необычная череда знакомств. То есть сразу два человека. Два. Здесь два, здесь два. Два человека, с кем вы познакомитесь, но отношения у вас будут совершенно с другим. С третьим у вас будут отношения. Смотрите, кто не может никак забыть своего прошлого, либо настоящего, да, у кого отношения, например, не построились, либо не строятся. Я вижу здесь переживания и надежду на то, что человек из прошлого, либо тот, который с вами, он поменяется, в корне поменяется, станет, скажем, там, добрым, ласковым, отзывчивым, будет, там, скажем так, исполнять ваши какие-то желания. То есть по мановению волшебной палочки станет совершенно другим. То, к сожалению, этого не произойдет. Человек не поменяется. Вот что бы вы ни делали, он таким и останется. Знаете, вы в каком-то плену иллюзий по поводу этого человека находитесь. Человек не самый, скажем так, лучшей категории, да? Не самый вот он ответственный, не самый добрый, не самый, скажем, положительный. Он вас обманывал и обманывает, да, если вы продолжаете с ним встречаться, быть в отношениях. Здесь однозначно есть у него секретики, есть тайны, и по разным причинам он эти тайны заводит. Это не всегда, что человек просто сам такой лжец от природы, а может быть и действительно у него есть на это причины. Но опять же таки, все тайны, это же, скажем так, если бы любил, да, он бы доверился, он бы рассказал. Но если считают нужным сохранять тайны с вами, поймите, да, что если он даже вот сейчас на начальных этапах вас обманывает, а что же будет дальше? Так, следующий момент. Два интересных человека с вами знакомятся. Один вам очень нравится, а второй так, за компанию, скажем так. Но тот, кто нравится, он, скорее всего, будет не свободен, у него есть грузик. Грузик, скорее всего, семья, это и жена, и дети, все у него там есть. Человек не будет обозначать себя, что, дескать, я женат, у меня там 3 детей, там жена, еще там кто-то, кошки, собаки. Нет, он будет вести себя очень легко, фривольно. И вот знаете, вот огромный риск есть влюбиться именно в этого человека. Но я вам не рекомендую, потому что человек глубоко женат, он ищет просто, знаете, таких каких-то мимолетных приключений, увлечений, вот это ему интересно. Второй человек более стабильный, но он вам не нравится, у него какое-то, не знаю, там выражение лица отталкивающее, может быть, телосложение, которое вам не подходит. И вы вот скорее всего, вообще его игнорить. Хотя человек очень хороший. Он спокойный, стабильный, свободный для хороших, серьезных отношений. Но вы в игнор какой-то входите, типа, дескать, не хочу. Не хочу, ты мне не нравишься. И все. На этом у нас, получается, история заканчивается. Потом вы, оставшись в одиночестве, начинаете думать, что же опять мне не повезло, почему никого нету, почему я одна, где же ты, мой единственный, настоящий, любимый, когда придешь. И выходите вы на улицу, вы идете по каким-то важным делам, и оказываетесь в такой ситуации, что вам нужна помощь, какая-то вот прям незамедлительная помощь. И тут появляется он, прекрасный мужчина замечательного телосложения,
с очень добрыми глазами, очень харизматичный и яркий. И этот мужчина вас просто спасает, да, вот он ваш рыцарь, который вас спасает. И вы понимаете, что влюбилась с первого взгляда. Вот увидела и влюбилась. Вот такая ситуация будет, как ток по венам пройдет, понимаете. А этот мужчина, он будет тоже под впечатлением от вас, потому что таких женщин, как вы, он не встречал. Он подумает, что вы очень холодная. Он подумает, что вы, вот, смотрите, от него отстранились, что вы снежная королева. Такая ручку вытянула и говоришь: нет, 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 не подходи, не подходи. Ко мне не надо подходить. Он очень вас, знаете, как с одной стороны испугается в плане того, что таких холодных женщин, он скажет: я никогда не видел такой холодной женщины. А с другой стороны, вот именно ваш, не знаю, взгляд, ваше выражение лица, оно так сильно ему отпечатается, да, в его сердце, что он очень долго будет еще думать о вас и мечтать. И знаете, он вас потом найдет. Через может быть, вот недельку, да, он вас найдет, и вы начнете общаться. У вас тоже, знаете как, ну, я называю это любовь с первого взгляда. С любовью с первого взгляда вы друг другу очень понравитесь. То есть основная тема — это сердце. Сердце и два человека. Мужчина, конечно же, хороший, и он свободный будет, и он даже какой-то, знаете, ну, непростой там какой-нибудь там Вася, да, Петя. Это мужчина уже состоявшийся, мужчина при профессии, мужчина с работой, мужчина, желающий счастья. Конечно, он будет с прошлым, но это прошлое, оно не тяготит. Знаете, бывает, прошлое тяготит, там, алименты, проблемные отношения. Нет, у этого человека такого нет. Там все хорошо. У него, ну, скажем, там, если есть бывшая, то с ней хорошие приятельские отношения. Да? Не дружеские, а приятельские отношения. То есть, поскольку там раз в 2 года они там, может быть, там встречаются, обговаривают вопросы там алиментов, не знаю, встречи с детьми, еще что-то может быть. Но не более того. Он человек стабильный, он человек серьезный, он человек, который может дать вам и комфортное жилье, и жизнь комфортную, и хорошие условия, и чувства, эмоции. Все это он может вам дать. Вы знаете как, у вас будет страх влюбиться. Вот прям, что вот я влюблюсь, да, и он там меня погубит. Не полюбит, а погубит. Да, почему-то вы будете опасаться именно этого момента. Вам будет казаться, что он такой красавчик, что, ну, он там с женщинами просто жонглирует, да, что у него там дома, там, не знаю, в каждой комнате по женщине на диванах там сидят, на кроватях его дожидаются. Вот, будете его почему-то в донжуанстве подозревать. Хотя на самом деле человек вообще не такой. Он просто красивый, просто занимается спортом и в хорошей форме. Вот такая идет ситуация. Мои дорогие, этот человек дан вам как, скажем, возможность уладить свою личную жизнь. Как вы воспользуетесь этой данностью, я не знаю. Здесь в песке я не вижу. Я вижу, что вы, вот она, вы решаете, вы большая, а вот он маленький, да, он пытается в вашу жизнь как-то зайти, но вы почему-то устраиваете между собой и им кучу преград. То есть я вижу, что мужчина нравится, я вижу, что вы нравитесь мужчине, но мне непонятно, почему такие преграды вы выстраиваете. То есть что вас останавливает, что вам мешает, почему вы не готовы отдаться там, любви и чувствам с этим человеком. Но если вы не свободны, то, в принципе, может быть, да, что вы... Хотя этот песок, он больше подойдет именно свободным девочкам. Здесь у вас, не знаю, какие-то прицепки, зацепки за прошлое. Может быть, кто-то с вами находится, о ком вы должны думать в первую очередь. Например, там дети, да. И вы начинаете думать именно с той позиции, будет ли этот человек хорошим отцом, стоит ли мне доверяться. А что интересно, вот тот ваш бывший, вот там вы доверялись, там вы вообще ни о чем не думали, хотя человек был, ну, не самый лучший. А с этим человеком вы почему-то сомневаетесь и переживаете. Давайте я буду смотреть подробнее, что мне непонятно. Я вижу замечательную пару, прекрасную женщину, прекрасного мужчину, но какие-то сомнения. Почему сомнения? Почему препятствия? Так, ну вот, приплыли. Почему-то вы будете думать, что вам не повезет. Вам не повезет, что человек не ваш, что кому угодно, только не вам. И что он с вами как будто бы играет. Да? То есть здесь вот клевер вышел, да,
но у него лепестков не хватает, реально не хватает. И вы, во-первых, я не знаю, вы с кем-то еще будете советоваться, вам там не очень хороший совет дадут, сразу скажу. Если есть там родители, мамы, папы, там, кто вас поддерживает, то тоже, вот знаете, какой-то совет будет. То есть они увидят ваш интерес, они увидят ваши горящие глаза, расценят этот, как вот вы сейчас вот-вот влюбитесь, угроза для вас, для вашего будущего, и ревность. Вот ревность будет, да, который тоже не позволят им дать вам хороший совет. Это такой момент. Плюс, если у вас есть детки, будете думать о детках. Почему-то у вас прям вопрос станет, что какой же отец он будет для моих деток. Дескать, вот этот мой бывший был так себе, не дай бог, вот этот будет еще плохим. То есть я там не имею права как сапер, не могу ошибиться. И еще момент будет, почему-то вы себя занижаете, свои способности, свои возможности вы занижаете. Почему-то у вас прям, знаете, изначально какой-то вот такое отношение к человеку, что он какой-то особенный, что он там какой-то принц, да, принц крови, и что, дескать, я ему не пара. Почему-то вы будете думать так. И от этого вы будете уходить, вам будет страшно, и чем больше вы будете в него влюбляться, тем больше вы будете, скажем так, от него отстраняться. Вот такая идет ситуация. Мои дорогие, во-первых, ничего не нужно бояться в плане любви, да. Я вижу мужчину хорошего. Что касается ваших страхов, переживаний, ну, понятно, если там вам попадался там плохой, слабый человек, скажем такой, знаете, несостоятельный, незрелый, то вы себя, конечно же, чувствовали рядом с ним королевой, потому что вы-то у нас девушка с головой, да, и когда вы встретили себе подстать мужчину равного по силе, по интеллекту, по возможностям, вам стало страшно, потому что вы себя наконец-таки почувствовали маленькой слабой женщиной, какой и должны себя чувствовать, да, вот внутри, вот маленькая девочка, которую должны баловать. А вы же раньше никогда такого не испытывали, вас же раньше никто никогда не баловал, понимаете, вот тут вот он страх и подкрался. Сами себя как будто бы обманываете. Мои дорогие, давайте так, я на этом гадание закончу. Вам я желаю поскорее встретить именно этого прекрасного мужчину. Я буду еще делать такие гадания и будем смотреть. На самом деле, я вижу, что мужчина будет вас добиваться. Я не вижу, что случится дальше в ваших отношениях, но вижу, что мужчина вас добивается. И вижу, что вы в этого мужчину влюбляетесь. И это достаточно, мои дорогие, для того, чтобы порадоваться за ваше счастье. Так, на этом все. Мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.